Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда саат 12:00 белгиленген Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевичтин брифинги башталды. Брифингти Түзөлүүдөн ЛТРК, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ радиолорунан, облустук медиа борборлордон, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooktан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем наш брифинг. Заместителя министра внутренних дел Кыргызской республики, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кыдырмаевича в пресс-центре республиканского штаба, которая была запланирована на 12:00. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, областные медиацентры, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, Кыргыз Республикасынын президентин указын аткаруу максатында Бишкек шаарында аймагында 25 марттан баштап өзгөчө абал киргизилген. Бишкек шаарынын комендатурасы түзүлгөн. 25 марттан 2020 жылдын комендатурасын номер 1 буйругу менен Бишкек шаарынын аймагында кечки саат 20:00дөн 07:00га чейин коменданттык саат киргизилген. 25 март 1 апрелге чейин коменданттык сааты бузгандыгы үчүн 1076 адам кармалган. Анын ичинен эркектер 931, аял 145, жашы жетелектер 14. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында 32 чоң блокпост коюлган жана 76 кичине блокпосттор. Бишкек шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту камсыздоого 3000ден ашык кызматкерлер тартылды. Бишкек шаарынын комендатурасы тарабынан Бишкек шаары мэриясына, Бишкек шаардык ден соолукту сактоо башкармагына тийиштүү тапшырмалар коюлган. Бишкек шаарынын көчөлөрдү дезинфекциялоо иштери жүргүзүүдө. Уважаемые горожане, во исполнение указа президента Кыргызской республики с 25 марта на территории города Бишкек был введен чрезвычайное положение. 25.03.2020 года была создана комендатура города Бишкек. Первым приказом комендатуры города Бишкек было введен комендантский час с 20:00 до 7 часов утра. С 25 марта по 1 апреля за нарушение комендантского часа было задержано 1076 человек. Из них мужчин 931, женщин 145. На территории города Бишкек выставлено 32 блокпоста и 76 передвижных карантинно-санитарных постов. Общественный порядок, общественную безопасность на территории города Бишкек обеспечивает более 3000 сотрудников милиции, а также военнослужащих Генерального штаба Кыргызской республики. Комендатура города Бишкек дала все необходимые поручения для мэрии Бишкек, департамента здравоохранения, а также другим службам. В настоящее время на территории города Бишкек проводятся соответствующие мероприятия, такие как дезинфекция, агитационно-пропагандистская работа среди населения и так далее. Уважаемые горожане, к нам поступает очень много вопросов. Мы, значит, сделали наиболее повторяющиеся вопросы, я бы хотел на них ответить. Вот по вопросу пропусков. Хотел бы сразу довести до вашего сведения, с сегодняшнего дня мы прекращаем прием выдачи пропусков в бумажном варианте, и мы запускаем электронный оборот выдачи пропусков. Уважаемые горожане,
уважаемые бизнесмены, предприниматели, вы сможете с порядком выдачи, получения пропусков в электронном виде ознакомиться на сайте 1312.tunduк.kg. В первую очередь, мы, значит, на первом этапе будем рассматривать заявки государственных органов, Министерства здравоохранения, Министерства чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологических служб, а также других госорганов. После чего будут выдаваться разрешения тем гражданам, которым необходимо жизненно важное медицинское обслуживание. В первую очередь, необходимо приложить медицинскую справку или иной документ, подтверждающий необходимость получения медицинских процедур. А также будем выдавать мэрии города Бишкек, рассматривать группам быстрого реагирования, частных охранных предприятий и другим аварийным службам. После чего мы, значит, будем выдавать нашим предпринимателям и бизнесменам. Я бы хотел сказать, что ранее выданные пропуска будут работать согласно срока, указанного в данных пропусках. Вот на сегодняшний день уже поступило у нас заявок 3205, одобрено 188, отказано 63. Поэтому с целью исключения каких-либо коррупционных составляющих, с целью исключения очередей, которые вы все, значит, могли видеть, вот, мы ввели электронный оборот по выдаче пропусков. Хотел бы еще довести до вашего сведения, что мною было дано поручение соответствующим службам по пресечению злоупотреблений именно в части выдачи пропусков. В связи с чем, значит, сотрудниками ГКМБ по городу Бишкек совместно с службой внутренних расследований ГУВД города Бишкек был задержан сотрудник Октябрьского РОВД, который был задержан с поличным при получении взятки за выдачу пропуска. На данный момент расследование началось. Будут в отношении руководителей, допустивших данное нарушение, будет проведено, уже проводится служебное расследование. Еще раз я хочу официально заявить, что комендатура города Бишкек призывает всех сотрудников не нарушать закон. Вот. И мы все, значит, полностью именно за чистоту наших рядов. В связи с чем мы будем, значит, методом самоочищения наводить порядок в наших рядах. Значит, вопрос по передвижению граждан по городу. Граждане могут выходить из дома только при необходимости по 3 причинам. В аптеку, в магазин, в больницу. С собой надо иметь паспорт и маршрутный лист. Больше никаких документов не понадобится. Вот. Как добраться до работы? Вот тоже вот часто нам задают этот вопрос. При наличии паспорта, маршрутного листа в случае нахождения места работы более 1,5 километра необходимо получить соответствующий пропуск. Я бы еще хотел добавить, что согласно моего приказа, значит, определена разрешенная сфера деятельности. Вот. Поэтому необходимо тоже ознакомиться с данным приказом, который был вывешен на сайте МВД, есть на, значит, других интернет-источниках, в связи с чем вот, вы можете посмотреть там. Так, банковские вопросы, вот, как получить пенсию, если банкоматы находятся в городе. Уважаемые жители Чуйской области, вот, в основном это обращаются, на территории Чуйской области также имеют банкоматы для въезда на территорию, где действует режим чрезвычайно, необходимо, естественно, получить пропуск. Но я, насколько знаю, что в каждом районе Чуйской области имеются отделения банков, имеются банкоматы. Я думаю, в этом тоже никакой проблемы нету. Так, закончились продукты, лекарства. К
кто окажет материальную помощь. Комендатурой Бишкек издан приказ об оказании мэрии города Бишкек материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Перечень таких граждан определяется мэрией. В настоящее время составлен список из 15 тысяч граждан, нуждающихся в материальной помощи на территории чрезвычайного положения. Работа в данном направлении будет продолжаться. Я думаю, что мы приложим максимум усилий, чтобы помочь нашим социально уязвимым гражданам. Как получить лечение для онкобольных, для больных, получающих гемодиализ, а также которые в срочном порядке экстренно выезжают в больницы. Для беспрепятственного проезда в город необходимо наличие медицинских документов, справки на направление, также паспорт и маршрутный лист. И на основании этого, значит, мы пропустим этих людей. Так, вопросы по поводу проведения похорон и поездок на похороны. Получить пропуск для автомобиля и на несколько граждан, осуществляющих организацию похорон. Я еще раз повторюсь, хочу сказать, что в электронном виде это делается, не выходя из дома, при этом не будут создаваться очереди и будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Наличие и отсутствие прописки. Есть случаи, когда МТО отказывается выдавать справку с места жительства. В связи с большим объемом подачи заявок, вследствие чего появляющейся загруженностью, временами появляются задержки с выдачей справок о прописке. Поэтому необходимо, возможно, подождать и получить справки. Так, не могут проехать в больницу, где выписывают пациентов, но их не могут забрать из-за постов или проехать в лабораторию. В службу 103 не приезжают. Так, при наличии медицинских документов, справок и направлений, а также паспорта и маршрутного листа проезд свободный. Скорая медицинская помощь работает 24 часа в сутки. Бригады скорой помощи обслуживают все вызовы. В крайних случаях, когда происходит несколько вызовов одновременно, то, возможно, появляется задержка. Уважаемые, хотел бы еще очень примечательную вещь сказать на самом деле. Значит, с 26 марта по 1 апреля, значит, наши предприниматели, индивидуальные предприниматели, значит, по направлению питания и доставка еды получили 2700 пропусков. То есть мы провели анализ. Я считаю, что для города Бишкек это больше, чем достаточно. Вот, поэтому я считаю, что касается продовольственной безопасности, мы, честно говоря, вот, все, в принципе, мониторим. Да, есть у нас проблема на окраинах города, но соответствующие, значит, поручения мэрии города Бишкек даны, соответствующие поручения, значит, нашим ассоциациям отечественных производителей продуктов питания тоже даны. Сейчас этим вопросом вплотную занимается. Что касается, значит, направления медицины, было выдано более 700 значит, пропусков. Это те, значит, фирмы и организации, которые осуществляют медицинские услуги, обеспечивают лекарственными препаратами и так далее. Вот. У меня, в принципе, все, уважаемые горожане, поэтому мы будем постоянно на короткой связи. Будем направлять нам вопросы по горячей линии, по WhatsApp каналу. Вот. Поэтому спасибо за внимание. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич суроолорго жооп берди жана маалымат берип кетти. Түзөөдөн бизде ЛТР, КТРК, Ала То 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинин ЛТРнын YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана Биринчи район баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас сегодня в пресс-центре республиканского штаба был заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Уразалиев Алмаз Кадырмаевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алату-24, Пирамида, Ош ТВ, Интмак ТВ, Азия ТВ, областные медиацентры, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио. Спасибо вам.